26 марта президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял участие в фестивале «Атлас» и «Таджикский Адрас-2020», который прошел в честь Международного дня Навруза во дворце Арбоб. Во дворе Арбобского дворца Эмомали Рахмона тепло встретила группа таджикских девушек в красивой одежде. Программа регионального фестиваля «Атлас» и «Таджикский Адрас-2020» началась с показа изделий народных промыслов городов и районов Сагдийской области. На выставке, которая была очень интересной и украшенной, было представлено множество образцов национальных ремесел, таких как атласы и адраса, рукоделие, вышивка, ткани ручной работы, национальные костюмы, читгари-суфгари, ковры ручной работы, одежда и вышивка, живопись, резьба и так далее представляют высокое мастерство, богатое воображение и уникальные навыки мастеров Сагдийской области. Глава государства Эмомали Рахмон высоко оценил работу ремесленников, их ремесла и специальные навыки и поручил им возродить и развивать больше национальных традиций, развивать национальные ремесла и обучать достойных учеников ремесленничеству. Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону сообщили, что в настоящее время в области работают более 17 тысяч мастеров по созданию народных промыслов. Изделия народных промыслов получили награды и высокие оценки на региональных и международных выставках в зарубежных странах. Эти национальные сокровища и достижения представлены на мировой арене, привлекая все больше иностранных бизнесменов и туристов. Постановление правительства республики о развитии ковров ручной работы и других народных промыслов в Республике Таджикистан способствует возрождению и развитию народных промыслов. По инициативе главы государства Эмомали Рахмона национальные ткани адрас и чекан были включены в список материальной культуры ЮНЕСКО как часть богатой культуры таджикского народа. Историческая и традиционная занятость, атлас и адресное ткачество также развивается в Сагдийской области. Об этом свидетельствует презентация множества новых атласов и адресов в цветах и оттенках в программе фестиваля «Атлас» и «Таджикский Адрес-2020». В красочном зале дворца Арбоб ремесленники, дизайнеры и портные представили полноценную красочную программу с презентацией достижений атласа, вышивки и национальных и современных костюмов из этих таджикских тканей. В этом прекрасном клубе, который представил таджикский атлас и адрас, ремесленники представили национальные костюмы и современную моду в самых разных очень интересных дизайнах. Фестиваль-конкурс «Таджикский атлас и Адрас-2020» проходил в разных секциях с презентацией женской, мальчишеской и детской одежды из атласа и хлопка, атласа и хлопчатобумажных тканей. Следует напомнить, что для возрождения и развития народных промыслов в Сагдийской области и в рамках 2019-2021 годов были созданы учебно-производственные атласы и адресные ткацкие центры года развития села, туризма и народных промыслов, где ремесленники занимаются производством атласов и ремесел. Учет местных девушек в каждом городе и деревне готовит поэтов. При поддержке правительства страны переработка сырого шелка в стране будет способствовать поставкам шелка в атласном ткачестве, а за счет увеличения переработки хлопкового волокна в стране обеспечит поставки хлопчатобумажной пряжи для адресной обработки. Жюри мастеров, специалистов, ученых и создателей оценило атлас и рассматривало одежду с точки зрения искусства и швейных навыков, уникального дизайна, красоты оттенков, цветов и других характеристик. И были определены победители. Победители и лучшие участники были награждены призами за пошив и презентацию национальных и современных национальных костюмов из разноцветных тканей таджикского атласа и адреса, которые были презентованы президентом страны Эмомали Рахмоном в торжественной обстановке. Лидер нации Эмомали Рахмон поздравил победителей с их успехом и выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем с помощью этих мастеров мы добьемся развития отрасли, производства как можно большего количества атласов и адресов высокого качества. Президент страны высоко оценил программу народных промыслов и костюмов зрителей, которые осветили зал своим присутствием. Глава государства заявил, что целью проведения атласа и адресной выставки в Сагдийской области, где этот вид искусства наиболее развит, является повышение национальной гордости, уважение к высокой культуре, выращивание красоты, продвижение национальных костюмов, создание рабочих мест. Профессиональное обучение проводилось с целью привлечения домохозяек и девочек, передачи исконных ремесел следующему поколению и поиска новых талантов. В завершение президент страны Эмомали Рахмон поблагодарил участников, отечественных дизайнеров за презентацию красочной программы и подчеркнул, что целью правительства страны является создание предельных, ткацких, швейных предприятий, прежде всего, для обеспечения женщин постоянной работой.